Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Последние дни очень напряженные. И корм, и много больных. Из Якутска подтверждают, что не видят собак на улицах нигде. Власть успешно справилась с поставленной задачей. Закон еще не приняли, но собак уже уничтожили. Перестреляли, перетравили, задушили всех бездомных собак. Остальное не так важно. И то, что десятки семей остались без жилья, потому что власть распорядилась вывести снег из центра на окраины города. Итог вы видите. Редкие якутские волонтеры спасали из затопленных районов кошек. Ну а в целом ни люди, ни животные никому не нужны в этом городе. У нас намечается большой вывоз. Много и собак, и кошек. Возможно, это будут последние вылеты, и мы кричим о помощи на дорогу. Друзья, честное слово, голова кругом. Клещи в этом году атакуют, лютуют. Несколько собак болеют пироплазмозмом. С кормом проблемы. Большой прилет. Не можем решить вопросы размещения. Особенно трудно с кобелями и с кошками. Никто не хочет брать. Мест свободных нет. Такой маленький коротышек. Иди, хороший, ко мне. Иди. Иди, тебя поцелую. Он идет, мордашку тянет. Привет. Приехала Ханя из Нальчика. Доехала нормально, живая. Взяла ее к себе. Все, пошлите, девочки, пошлите. Ага. Давай, давай, давай. Давай. Вот травочку они все хотят. Коровушки мои. Ханечка вот идет. Со всеми идет. Да, лапы моем сначала. Нет, в ванны прыгают. Ага. Вот молодцы коровушки. Вот, пошли, Ханечка, пошли. Догоняй, малышка. Давай. Давай будем осваиваться, с кошками знакомиться. Давай я тебе отстегну. Да? Ну что, располагайся. Иди на коврик сюда. Иди. Я знаю, что ты можешь давать лапу. Ой, какой отсюда. Ханюшка устала. Устала с дороги. Вот она спит под столом. Вот такая вся уставшая. Так, давай расскажем про тебя то, что мы видим. Так, вот ты спишь, да? Десенки у тебя не желтые, розовые, даже красненькие. Вот она какая ленивая. Ты меня только своим спокойствием не пугай, ладно? Так, теперь вот это вот пятнышко.
лысенькая, лысенькая. Первая или аллергическая, или демодекозная. Вот такая у нас кровища. Мы быстрее прибежали в клинику. Ой. С прогулки сразу прибежали в клинику. Это сейчас вот 8 часов утра. Подожди, подожди, вот сюда. Да, будьте добры, что-нибудь сделайте нам, а? Или кровоостанавливающее, или что-то из нее льется. А? Да, давайте. Пошлите. Радость от приезда Хани омрачилась быстро. Пробыла у меня сутки, и на утро на прогулке началось кровотечение. Побежали все вместе в ближайшую клинику. Врач не исключает хирургическое вмешательство. И это будет уже 3-е вмешательство для маленькой и уже слабой Хани. 3-й наркоз. Не знаю, друзья, что будет. Сейчас пытаются остановить кровь. Сейчас на капельницах весь день. Смогут ли в этой клинике спасти крошку? Слишком много крови она уже потеряла. И, скорее всего, хирургическое лечение. А хирургическое опять резать ее? Да. Если у нас не получится сейчас остановить консервативно, то мы, наверное... Давайте. Ага. Так. Вчера прилетела из мальчика, стерилизация там. Да. Скорее всего, да, это самое. Патологическая стерилизация. Надо будет ее действительно делать. Это самое. Оперировать. Если сейчас кровь становится так, Хане 2 года. 3-й раз перерезать. Там не было ни сосудов лопнутых, ни культя. Кровотечение. А кровотечение откуда? Никто не понимает, да, откуда. Скорее всего. Культю перешивали, хорошие нитки, все. Мы на капельнице в срочном порядке. Выливается. Из нас выливается. Ну, я не знаю. Это что-то ужасное. Вот такая птичка. Вот. Она всю лапочку подает. Мы на капельнице. Да. Где ты моя зайка? Да ты моя зайка. Да ты моя зайка. А тут все истекаем. И группа поддержки с нами. Так, лежи, лежи, моя хорошая, лежи. Капельницу мы делаем. Капель. Вот моя капельница. Если оперировать, чтобы ее поддержать, капельницу делаем. Кровоостанавливающие делаем. Витаминки делаем. Тамзилат. Еще чего-то. Какие-то препаратики. Да, мой сладкий, да, мой сладкий. Хорошка. Да, ты мой хорошка. Анемии нет пока. Пока нет анемии. Десна пока нормальные. Ты моя сладкая. Все будет хорошо, все будет хорошо. Хирурга нет. Ждем УЗИста. УЗИст придет через 20 минут. Пока капаемся. И вот еще шприц тоже. А потом продолжить. Конечно. Пока можно отвести. Да. Вот он золотой. Ну все ведь будет хорошо. А, малышка. Да, смотреть, что на УЗИ. А УЗИ будет после капельницы или Я думаю, возьмем раньше. раньше? А потом продолжите, наверное, да? Если там будут признаки внутреннего кровотечения, то мы уже не будем продолжать капельницу, будем брать ее на операцию, что ее капать. Ага. Ну просто нет хирурга у вас сейчас. Будем вызывать. Я просто поняла, что сейчас по звонку, что некого вызвать даже. Ну, нужно будет вызывать кого-нибудь. Якутский рыжик. Назвали девочку Юмой. Еще капается. Пироплазмоз еще не побежден. Денег на клинику нет. С деньгами у нас большая проблема, друзья. А расходы только растут. С каждым днем проблемы увеличиваются.
И я вынуждена в режиме нон-стоп просить вашей помощи, друзья. Лар, у меня крик помощи, пожалуйста, помоги. 6 подростков, у меня на выпуск. Я сейчас уезжаю в больницу. Щенки от 5 до 7 месяцев, может быть 8. Все 6 идут на улицу, просто на улицу, в никуда они погибнут. Они уже привыкли к домашней жизни, они спасены с улицы, в мороз, в минус 20. Сейчас такая ситуация, что я вынуждена буду их отпустить. Просто, пожалуйста, помоги. Я вот уже говорю об этом, мне уже хреново. Я понимаю, что придется это сделать. Тяжело очень.